И улыбка. Хорошо? И улыбайтесь. Да, забудьте какие-то проблемы, какие-то вещи домашних. Будь только президентом кадрового. Участников вопроса можно задать? Да? Армысыздар, құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге ертіс баян өнерінің жалынды жастарына арналған жастар уақыты бағдарламасы. Доброе утро, уважаемые телезрители, а может быть для кого-то уже добрый день. И вновь в прямом эфире передача «Время молодых». Говорим и показываем о молодежи. Ағымдағы жастар жылы аясында жүзеге асқан еліміздегі кәсіби әрі тиімді мемлекеттік аппарат құру жолында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен президенттік жастар кадрлік резерві құрылуда. Да, сегодня очень важная и актуальная тема на сегодняшний день для молодежи. Сегодня мы будем говорить о президентском молодежном кадровом резерве. Жобаның міндеті қандай, жастар кадрлық резервіне ену үшін қандай талап шарттарды орындау керектігін біз дәл қазір анықтайтын боламыз. Давайте представим сегодня наших героев, которые будут участвовать в нашей передаче. Дауенов Ернур Нурланович, руководитель управления культуры, архивного дела Павлодарской области, вновь развития языков, прошу прощения, и архивного дела, вновь созданного в нашем регионе. Хатиз Ғабит Құрметбекұлы, Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің жастар саясаты департаментінің директоры. Қош келдің, Ғабит. Сізге қойылатын сұрақ, сіздің жалпы қай салада қызмет етесіз және сізді толғандыратын мәселе қандай? Армысыздар, енді жалпы оқу бітіргелі, диплом алғалы жастар саясатын саласында жұмыс істеп жүрмін. Енді президенттік кадр резервін естігелі өте қуандық, себебі жастарға беретін мүмкіндігі өте ерекше, өте зор. Бұрын соңды ондай бір ерекшеліктер сондай деңгейде болған жоқ. Бұл бізді аса қуантады. Және де бұған естіген сәттен ақ біз өзіміздің кандидатурамызды береміз деген жоспарда жүрдік. Бірақ өкінішке орай мен 2015 жылы ғана оқу бітіргем, сондықтан жұмыс тәжірибем менде 4 жыл. Мен өкінішке орай биыл қатыса алмаймын. Сондықтан енді бүгін келіп отырғанда бір себебім сол, осы бір тұстарды сұрап білгім келеді. Президенттік кадр резерві жалпы қайталанады ма? Ол бір реттік осы болды. Одан кейін болмайды ма? Осыны білгім келеді, себебі биыл өтпегендіктен болашақта болса мен қатысып көргім келеді. Жақсы, рахмет. Тоқтамыс Кадушевич, бұл сұраққа толықтай жауап берсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Өздеріңізге мәлім, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазір біздің мемлекетімізде осы президенттік жастар резерві құрылуда. Осыған байланысты қазір барлық өңірлерде нақты жұмыстар жүргізілуде. Біз осы президенттік кадр резервіне жастарды шақырудамыз.
Неге десеңіздер, қазір кезде осы біздің жастарымызға біздің мемлекет басшымыз үлкен мүмкіншілік беруде. Ең бастысы осы мемлекеттік қызметке және квази секторге біздің білімді, дарынды, қолдарынан іс келетін жастарды біз шақырудамыз. Сондықтан да сіздің мына сұрақтарыңызға жауап берейін деп отырғаным, әрине біздің мемлекетімізде бірінші рет осындай үлкен жоба іске асырылуда. Дегенмен де сіздің қазір еңбек өтіліңіз осы бүгінгі күнге сәйкес келмеске, талаптарға сәйкес келмесе, сіз болашақта да онда мүмкіншіліктеріңіз болады. Келесі кадр резерв ол қашан жарияланады, қашан ол болады, ол президенттің шешіміне байланысты болады. Сондықтан әлде де мүмкіншіліктер болады деген ойдамыз. Жақсы, көптен көп рахмет. Ернур Нурланович, к вам такой будет вопрос. Я знаю, что вы на сегодняшний день являетесь самым молодым руководителем областного управления. Не могли бы вы поделиться своим опытом, рассказать, как вы пришли на сегодняшний день на государственную службу? Рахмет, Роман. Енді құрметті біздің бүгінгі шараға қатысушылар, бұл енді дәстүрлі сұрақ маған қойылатын. Бірақ мәселе менде емес, мәселе менің ойымша, қазіргі жастарға қандай мүмкіншіліктер жасауға болады, соған тоқталып кету керек. Жуырда ғана бізде қоғамдық кеңестің отырысы өткен, облыс әкімінің қатысуымен. Сол кезде ауылда жастардың бекітілуі, ауылда жастардың қалуына көп тоқталдық. Содан кейінгі ойлар пайда болды. Сіздің сұрағыңызға байланысты. Жалпы қазіргі жастарға не істеу керек, менің ойымша? Бұған мен қалай жауап берер едім? Бүгін күнде шынымен де көп мемлекеттік бағдарламалар бар, бір жақсы жобалар бар. Бірақ ең бастысы осы жобаларға жастардың психологиялық тұрғыда дайын болуы, жастардың өзін жинақтай алу қабілеті, қасиеттерді қолдана білуі. Яғни мүмкіншіліктер бар, бірақ соған жастар өзін бейімдеп, өзін дайындап қатыса алу керек. Бұл менің ойымша кілтті тұстардың бірі. Көп жастар ақпаратты естімей жатады, ақпаратты естісе де, оны мида қорытып, соны қолдануға тырыспай жатады. Кейбіреулері ең соңына дейін бағдарламалардың мәнін түсінбей жатады. Бүгін күнде табысты адам болу үшін, успешный адам болу үшін, менің ойымша адам өз-өзін осындай жобаларға дайындай алу керек. Сол кезде барлығы менің ойымша дұрыс болады. Мен еңбек жолымда ешқандай бір сондай керемет құпия да жоқ, ешқандай бір ерекшелік те жоқ, қарапайым берілген міндеттерді өз деңгейімде, өз ой елегіммен өткізіп, ерекше өткізуге тырысып жүрдім. Соның есебінен келе жатқан шығармын. Вот здесь, уважаемые коллеги, я хотел бы отметить, что вот по моему мнению, чтобы сейчас стать успешным человеком в целом, успешным государственным служащим, успешным руководителем, нужно просто быть психологически готовым побороться за какие-то достижения, готовым бороться до конца, шыдамдылық, терпение иметь. И вот эти человеческие качества, я считаю, что влияют на успешность человека. В целом я, наверное, хочу сказать, что есть очень большой спектр государственных программ, интересных проектов, вот как проект президента, президентский молодежный кадровый резерв. И просто нужно себя уметь подготовить к этим проектам. Я считаю, что тогда люди могут, и молодежь может стать успешной. Рахмет, Төлкен. Жалпы талаптар бар ма? Әлде бәрі қатыса ала ма бұл іріктеуге? Әрине, осы бағдарламаға сәйкес, осы жас мемлекеттік кадр резервке кіру үшін 35 жасқа дейін болу керек жасы, құжат тапсырған күнге дейін. Екіншіден, кем дегенде 5 жыл еңбек өтілі болу керек. 5 жыл еңбек өтілі дегеніміз, ол тек қана мемлекеттік қызмет емес, қай салада болсын еңбек өтілі болатын болса, 5 жыл. Ол жеткілікті. Үшіншіден, жоғары білім болу керек. Осы 3 критерия нақты келетін болатын болса, әрине, әр жас осы президенттік кадр резервке кіруге мүмкіншілігі бар. Мен өз ойымды тағы да білдіріп кетейін бе? Әрине, бұл ресми талаптар ғой. Бірақ менің ойымша, ең басты талап бұл
жастардың жауапкершілігінде болу керек. Егер сіз осы президенттің жастар кадрлық резервіне қатысам деген шешім қабылдасаңыз, ол сіз бірден бір өзіңізге жауапкершілік аласыз. Бүгінгі күнде белгілі бір ұжымды басқару, белгілі бір бағытта жұмыс жасау үлкен жауапкершілік талап етеді. Және бұл ең басты менің ойымша құндылық. Бүгін мен кеше Фейсбукта пост жарияладым. Ертіс променад жобасын білесіздер ғой барлықтарыңыз. Соның қысқаша ролигі, бұл жаз бойы келіп кеткен әртістердің тізімі, аттары, одан кейін ең әдемі сәттері, Мұзарттың өлең айтуы, тағысындағы Роза Рымбаеваның Ертіс шақырады деген ән шырқауы. Пост жарияладым, бір қарасаңыз керемет жоба, керемет халық ұнатқан жоба сияқты, бірақ астында мысалы бұл жоба ұнамайтын қарсы пікір жазған адамдар болды. Негативті пікір жазған адамдар болды. Сол кезде ойлайсың, қалайша қаншама халық ұнатып жатыр, 70 мыңға жуық адам жиналды ірі концерттерде, 50 мыңға жуық адам әр сенбі сайын келді. Неге бұл кісілер осылай жазады деп. Бірақ ол кісілердің де жеке пікірі бар. Бұлар мысалы дәстүрлі ән бағыты бойынша, сосын әсіресе қазақстандық жұлдыздарды шақыру бойынша өз ұсыныстарын білдірді. Бұл жауапкершілік деп есептеймін. Яғни біз халықтың, тұрғындардың барлық категориясының талаптарына, пікірлеріне жаңағы естуіміз керек оларды. Олардың үн қосуларын тыңдау керек. Сол кезде ғана бізде жұмыстың нәтижесі болады. Сондықтан менің ойымша бүгін күнде өтініш білдіріп жатқан бар жастар, олар ең бірінші кезекте бұны ертең оның артында жауапкершілігі бар екенін ойларында сақтау керек және оны ұмытпау керек. Я хотел бы добавить, если можно. Я полностью с ним согласен, моим коллегой, но тем не менее здесь еще нужно будет лидерские качества. Вот как говорят психологи, да, вы знаете, что есть даже командные виды спорта. Есть вид спорта, когда отдельные спортсмены достигают тех или иных высот, где у него очень развиты лидерские качества. Но и в командных играх всегда проявляются лидерские качества. Возьмите, пожалуйста, футбол, где яркие футболисты ведут целую команду к достижению результатов. И здесь то же самое. Глава государства призывает молодежь поступить в молодежный кадровый резерв тех, кто хочет стать лидерами современного Казахстана. Это не просто кадровый резерв. Если те молодые люди попадут в кадровый резерв, они будут назначены на ключевые должности в системе государственной службы и квазигосударственного сектора. Это национальные компании и холдинги. Это говорит о том, что молодежь обладала именно лидерскими качествами. Спасибо. Рахмет. У нас сегодня присутствует ряд экспертов и спикеров. Уважаемые участники, вам доброе утро. У нас сегодня в гостях присутствует Исенова Гульнара Константиновна. Она является директором Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по Павлодарской области. Гульнара Исеновна, доброе утро вам. У меня к вам будет такой небольшой вопрос. Считается ли послужной список документом, подтверждающих опыт работы для госслужащих? Хорошо, вопрос хороший, Роман. Хорошо, что вы меня так возвысили, что я уже директор академии. Я всего лишь навсего директор филиала Академии госуправления, но тоже хорошо, спасибо. Послужной список, конечно, он является одним из документов, которые для государственных служащих, да, как бы является подтверждением, что у них есть опыт работы. Но документом, который является вот именно подтверждением всего опыта работы, который указан в послужном списке, является трудовая книжка. То есть трудовая книжка отсканированная, когда вот вы, допустим, приходите на работу, когда вы подаете документы или участвуете в конкурс на замещение какой-то вакантной должности, вы все равно трудовую книжку подкладываете. Это является документом по Трудовому кодексу Республики Казахстан. Если у кого-то нет трудовой книжки, вот, например, ребята, вот сейчас я смотрю вот на Ернура Нурлановича, на Габита, это те люди, которые работают в государственном университете, да, в государственном учреждении. Есть очень много ребят, которые работают в неправительственных организациях, в общественных объединениях, где нет трудовых книжек. Они могут быть приняты, например, просто по договору. И вот этот трудовой договор, он тоже является документом, подтверждающим опыт работы. Если нет такого трудового договора, нужно срочно его составить. И срочно нужно составить приказ на то, что вы приняты на работу.
Эти документы, они будут являться подтверждающими. Но вот здесь вот я бы хотела еще, вот Токтамыс Саакадошевич, тоже вот еще предыдущий вопрос, когда вы обсуждали, я хотела бы еще что добавить, что помимо документов, которые подтверждают стаж работы, нужно иметь какие-то достижения. То есть можно 5 лет очень хорошо работать на какой-то должности или в какой-то организации, но это не говорит о том, что это ваши достижения. Достижения — это те проекты, которые вы разрабатывали, или, например, какие-то открытия научные, которые вы совершили, или, например, какие-то предложения, которые вы дали вышестоящие государственные органы или, например, Акиму области. То есть это должны быть именно ваши достижения, которые вас отличают от других таких же кандидатов. И вот здесь вот, если мы говорим о тех компетенциях, которые нужны, кроме лидерства, кроме критического мышления, да, нужно самое главное очень понимать 2 таких компетенции, как принятие решений. То есть вы должны уметь принимать решения, и вы должны быть готовыми к тому, что нести ответственность за эти принятые решения. И когда вы будете участвовать в этом президентском корпусе, вернее, в отборе в президентский корпус, вот эти 2 компетенции, они тоже будут у вас анализироваться, насколько вы готовы сегодня принимать решения в масштабе страны или в масштабе региона. Насколько вы сегодня уже готовы взять ответственность за реализацию этого решения. Это очень тоже важно. Спасибо. Гульнар Константиновна, еще такой вопрос будет. Мы до сегодняшнего дня очень много говорили об этом кадровом президентском резерве, и сегодня будем с вами говорить. Давайте, может быть, для наших участников, для наших телезрителей мы еще раз повторим, какой перечень документов сегодня необходим для того, чтобы подать заявку в кадровый резерв. Хорошо. Значит, я кроме перечня еще скажу должности какие, да? Значит, перечень документов небольшой. Ну, вы, наверное, все были уже на сайте ПК «Резерв»? Все? Уже ради интереса были на сайте? Значит, там открывается страница, вернее, личный кабинет для каждого открывается, кто зарегистрирован. И, значит, что там требуется делать? Во-первых, это подтверждение, что вы учились в каком университете или где в колледже вы учились. То есть все документы об образовании надо прикреплять. Если это, допустим, 2 высших учебных заведения, значит 2 документа прикреплять. Находить там название своего университета. Если названия университета нет, вы не нашли в списке университетов, забиваете свое. Следующее – это сертификаты. Все ваши сертификаты повышения квалификации, где вы оттачивали свои компетенции, вы тоже должны прикладывать. Следующее – это то, что подтверждает опыт работы. Да, я говорила, это трудовая книжка, это может быть послужной список, но и приказы о принятии увольнения и трудовые договора. Вот здесь я всем говорю, обязательно перед тем, как вы будете сканировать, перепроверьте очень прямо тщательно все даты, чтобы не было нигде исправлений, чтобы не было нигде подтирок, что даты увольнения, даты приема все совпадали, чтобы везде были проставлены в трудовой книжке номера приказов, что все печати, все подписи, когда какая-то запись у вас там производится, она всегда была, вернее, все были сделаны правильно, печати, чтобы были видны. То есть вот это еще раз перепроверьте. Также по документам об образовании все дипломы тоже еще раз проверьте, чтобы у вас, если там не требуется приложение к диплому, я считаю, что это неотъемлемая часть, приложите, чтобы они видели, что вы очень хорошо учились, и вы уже со студенческой скамьи показали свой уровень высокий. И что там еще нужно заполнять? О себе, информация о себе. Это небольшое такое, я называю его, мотивационное эссе, где вы отвечаете на вопрос, почему вы подаете свою кандидатуру в кадровый президентский резерв и почему, чем вы отличаетесь от других. Да, то есть вот обязательно эти 2 вопроса должны прозвучать. И еще должна быть видеопрезентация. Хотя вот в ролике, который сейчас демонстрируется в Фейсбуке, везде, что это не обязательно заполнять видеопрезентацию, я просто вам рекомендую все, что необходимо, все, что требуется на Талантис заполнить, это ваша визитная карточка, все нужно заполнить. Если требуется видеопрезентация, значит видеопрезентация. Она должна быть небольшая, вы просто должны сказать, кто вы, почему вы принимаете такое решение, какие ваши достижения, и вы должны пожелать удачи себе и другим вашим участникам. И все. То есть перечень документов, я считаю, он небольшой так вот, для того, чтобы поступить в кадровый резерв. Но есть еще одно но. Это рекомендации.
Причем рекомендации тоже, они предусмотрены от 1 до 3 рекомендаций, да? То есть, смотрите, как очень просто тоже. Может дать рекомендацию руководитель того государственного органа или той организации, где вы работаете. Но я тоже рекомендую всем молодежи, чтобы была рекомендация не менее одной. То есть еще хотя бы одна рекомендация, которая бы вас уже представляла, что вы участвуете в общественно-политической жизни региона или страны. Хорошо, что вы работаете, хорошо, что вы хороший исполнитель, хороший работник, но подтверждение должно быть, что вы именно сейчас уже сделали для страны. Вот это, я считаю, рекомендация должна быть. Кто может давать рекомендации? Это, во-первых, все политические государственные служащие, да? Это секретарь областного маслихата, это могут быть депутаты Мажилиса и Сената парламента Республики Казахстан, это могут быть руководители аппаратов акимов городов и районов, где вы работаете или где вы живете. Да? То есть тоже очень простой такой список тех людей, которые могут дать рекомендации. И если у вас есть возможность получить не менее одной рекомендации, не менее рекомендации одного только руководителя вашего, да, пожалуйста, воспользуйтесь таким хорошим шансом. Спасибо большое. Можно уточняющий вопрос, Гульнар Константиновна? Можно часть документов, например, сегодня прикрепить, а часть через 2 дня или через 3 дня? Да. Это же ваш личный кабинет. То есть вы зарегистрируете. В любое время заходим, в любое время, прикрепляем. когда вам удобно, по мере подготовки документов. Все это сделано для вас, для того, чтобы не было вот ажиотажа. Но я тоже рекомендую, не ставьте себе дедлайн 30-го. Ставьте все-таки дедлайн хотя бы 25-го. Потому что мало ли что может случиться, перегрузка интернета, там, или еще где-то что-то получится, сбой какой-то, да? То есть не ставьте, пожалуйста, себе самый последний срок. Ну, я думаю, то, что со всей подробной информацией наши участники, ребята, молодежь могут ознакомиться на сайте президентского кадрового резерва. А у нас есть и дальше вопросы, есть другие спикеры, и представим им слово. Құрметті сарапшылар, жалпы бұл жерде сыннан сүрінбей өткен тұлғалардың тағдыры не болмақ? Алдыңғы уақытта. Сыннан сүрінбей өткен тұлғалардың тағдыры не болмақ? Әрине, сыннан осы сүрінбей өтетін біздің жастарымыз осы президенттік жастар кадр резервіне кіргізіледі. Осы резервтен олардың осы айтылған жаңағы бос лауазымды орындарға жұмысқа кіруге мүмкіншіліктері бар. Олар жаңа айтып кеткендейін, министрлердің лауазым орындары, оның орынбасарлары, облыс әкімі, аудан, қала әкімдерінің лауазым орындары, орталық мемлекеттік органдар болатын болса, жаңағы жауапты хатшылар, жергілікті атқарушы органдарда облыс әкімінің аппаратының басшысының лауазым орындары, орталық мемлекеттік органдарда комитеттердің төрағалары, ұлттық компания, жаңағы квазисектордағы бірінші басшы, оның орынбасарлары, осы лауазым орындарға тағайындауға мүмкіншіліктері бар. 5 жылдың ішінде жаңа жас кадрлық резервте тұрады. Осы 5 жылдың ішінде қандай лауазым орындарға ұсынылады, соған тағайындауға мүмкіншіліктері бар. Ол тек қана осы Павлодар өңірі емес, бүкіл республика көлеміндегі кадрлық резерв болып есептеледі. Сондықтан сіздердің осындай мүмкіншіліктеріңіз болады тағайындалуға. Сұрақ қойсам болады ма? Сұрақ туындап отыр. Сұрақ мынандай. Уақыты жеткен кезде 300 жас адам таңдалып алынады, е? Сол 300-і барлығы жаңағы обучение, оқуларын өтеді, тәжірибе алмасады, барлығын өтіп, соңында дайын болған кезде солардың ішінен мемлекеттік қызметке баруға бас тартатын адамдар болу әбден мүмкін ғой. Мысалы, бір немесе бірнеше кісі. Олармен жағдай не болады? Немесе сұрақты басқаша сұрасақ, сол 300 адаммен белгілі бір келісім шарт болады ма? Мысалы, обучение өткеннен кейін белгілі бір, мысалы, 5 жыл, 10 жыл ма мемлекеттік қызметте жұмыс жасау керек деген. Сол мені қызықтырып тұр. Жоқ, ондай ешқандай шарт жасалмайды. Бұл резервке кіргізілген азаматтар, сонда ұсынған жағдайда ол осы лауазым орынға мысалы бас тартатын болатын болса, ол резервте тұра береді 5 жылға дейін. Ертең мүмкін оған басқа лауазымды орын ұсынуы мүмкін. Сондықтан бұл резерв, былай жетканда, нақты өзінің ережесі бар, соған сәйкес сол 5 жылдың ішінде осы резервте тұруға мүмкіншілігі бар. Осы резервтен ары қарай тағайындалуға да мүмкіншілігі бар. Можно я дополню тоже? Вот вопрос хороший был. Это же не означает, что все 300 человек там будут своевременно назначены куда-то. Ну да, здесь я вот призываю фундаментально смотреть. Вот для меня, в первую очередь, этот проект «Молодежный кадровый резерв президента» — это
возможность для саморазвития. Во-первых, это сейчас я все документы свои перебираю, достижения свои там систематизирую, рекомендации прошу, буду готовиться к тестированию, если дальше пройду, да, собеседование будет. Ну, интересно, там, как минимум, там, вот, 3 звонка делаешь человеку, спрашиваешь, советуешься и так далее. Я считаю, что мы должны принимать этот процесс как возможность для саморазвития. Это сейчас очень важно. Особенно это вот для молодежи и для государственных служащих очень необходимо. Элементарно, вот я сейчас начал курировать библиотеки, и мы сейчас тоже там запускаем новые проекты, выставки книг по саморазвитию. У нас до этого были выставки там «Туан елім, ауылым», сакральная география Казахстана и так далее, и так далее. Сейчас мы понимаем, что молодежь в первую очередь, они читают книги по саморазвитию. Есть онлайн-институты, да, интернет, там в пространстве очень много таких площадок, где дается возможность для саморазвития людей. И я также призываю этот проект принять как возможность для саморазвития, и мы в целом должны для себя какие-то новые качества получить, может где-то себя свои планы подкорректировать, цели подкорректировать и так далее. Рахмет. Тот же вопрос у нас в отношении резерва. Вот смотрите, молодые стоят в резерве, которые вы перечислили на какие должности. Вот возьмем, давайте вот такой пример. В Володарскую область освободился, скажем, вакансия заместителя акима в области, любой. Это политическое государство. Кто будет решать, кого будет брать? Это же будет решать аким области. Он может из резерва взять, может и не взять. Так или не так? Вот это скажите. Да, здесь назначают те лица, которые имеют право назначения на эти должности. Но прежде всего, если сформирован молодежный кадровый президентский резерв, кандидатура будет прежде всего оттуда представляться. Это однозначно. Любой резервист, который стоит в кадровом резерве, он имеет право не согласиться на представленную должность. В данном случае, в первую очередь, планируется, будет предоставлена возможность назначать из этого кадрового резерва. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Мы приступим к следующим вопросам. И у меня будет такой вопрос. Все-таки мы понимаем, что это большая ответственность. Даже процесс подачи заявки для молодежи, это вызывает некую такую осторожность, настороженность. Я сам, как представитель молодого поколения, мы наблюдаем, что сегодня молодежь боится подавать заявки, потому что есть ряд, помимо подачи заявки, есть ряд последующих мероприятий, тестирование, презентация проектов и так далее. У меня такой вопрос созрел. Какой наиболее самый сложный этап, вы считаете, поступления в зачисление в президентские кадры в молодежный резерв? И я данный вопрос хотел бы адресовать Смагуловой Зубира Калыбековне, профессор кафедры бизнеса и менеджмента. Спасибо. Еще раз здравствуйте всем участникам данного проекта. На самом деле в управлении человеческими ресурсами выделяют 2 методологических подхода. Да? Есть понятие управления кадровым резервом, есть понятие управления талантами. И действительно хотелось бы, чтобы этот национальный такой проект использовал эти 2 подхода. Да? И управление талантами, да? И управление кадровым резервом, когда наши молодые резервы могут претендовать на ту или иную должность в государственных органах. И на самом деле это действительно непростой этап, да? Там нужно пройти несколько этапов. Кроме того, что загрузить нужно документы, нужно пройти целых 4 и заключительный этап отбора. Но на самом деле все зависит, наверное, от настроя. В настоящее время нужно мыслить более глобально, более креативно. Да? Мы живем в глобальном мире, и не нужно зацикливаться на каких-то, так скажем, мелочах. Самое главное — правильно собрать перечень документов, о которых говорили, да, Гульнара Константиновна всех перечислила. После этого очень основательно подготовиться к каждому этапу. Давайте, может, перечислим, какие этапы ждут наших претендентов в кадровый резерв? Давайте я перечислю и как раз быстро прокомментирую. Вот сейчас, вы знаете, идет самый такой ответственный этап, это прием документов. Он заканчивается 30 сентября. Да? Мы регистрируемся на сайте и прикрепляем все документы, об этом мы сказали очень подробно.
И потом, после 30 сентября, 12 дней дается на обработку всех этих документов. То есть должны провериться, насколько вы все правильно представили, все документы, насколько вы сами добропорядочны, что не было никаких коррупционных правонарушений там, и так далее, и так далее. То есть 12 дней дается на обработку документов. И 12 октября это будет самый первый этап уже отбора непосредственно потенциальных кандидатов. Начнется он с тестирования. Тестирование будет проводиться у вас дома, то есть в том месте или на работе, в том месте, где вам привычнее и комфортнее всего проводить тестирование. Оно будет длиться 1,5 часа, проводиться будет всего лишь 1 раз, второй попытки не будет, и направлено на выявление ваших компетенций, как критическое мышление и креативное мышление. То есть там очень такие вопросы будут, это даже не вопросы, я бы их назвала, а кейсы, и где вам надо будет выбрать один из правильных ответов по вашему мнению. И от того, насколько вы правильный ответ выберете, будет зависеть, там нет верного решения, но насколько вы близки к правильному ответу, от этого будут уже зависеть ваши баллы. Следующий этап, который пройдет после тестирования, это верификация тестирования. Первый раз у нас применяется эта методология, то есть она дает возможность проверить, насколько было проведено, вернее, насколько подлинно было проведено первое тестирование. Действительно, это ли вы сдавали тестирование, и верификация, она идет от слова veritas, то есть истина, длится 45 минут, тоже всего лишь 1 раз можно пройти, и если только вы эти 2 этапа пройдете хорошо, вы тогда допускаетесь уже к 3-му этапу, кстати, верификация будет 19 октября, и после этого уже допускаетесь к следующему этапу, вот когда здесь спрашивали, какой из них самый трудный, самый важный, я считаю, что все-таки это вот следующие этапы. Начинается с представления проекта. Вот когда вы будете заполнять личный кабинет, вы должны выбрать направление деятельности, то есть куда вы отправляете. Вот сейчас там Кадышевич перечислил должности управленческие, на которые вы будете подавать документы. 3 направления. Первое – это управленческое направление, управленческих должностей. Второе – отраслевое направление, это вот все министры, зам, акимы областей. И третье – это региональное направление. И вот вы должны выбрать направление и проекты разрабатывать в соответствии с вашим направлением. То есть какое вы указали, если вы указали региональное направление, ваш проект должен быть какой? Направлен на развитие региона, да, или на решение какой-то проблемы региональной. После этого, после того, как пройдет у вас презентация проекта, следующее – это уже 27 октября написание эссе. Кстати, проект всего лишь вам дается 5 минут на презентацию проекта, потом идет написание эссе. Тоже вы из дома, все это через онлайн, ничего не надо переживать, комфортная обстановка. И вот, кстати, написание эссе уже позволяет выявить такие ваши качества, как умение логично мыслить, грамотно излагать свою позицию какую-то, да? То есть это тоже будет оцениваться, и поэтому тоже будут выставляться баллы. И потом уже после того, как после написания эссе, вы приезжаете лично в Нур-Султан. Специально для этого проекта первый президентский молодежный кадровый резерв в Академии государственного управления создан ассессмент-центр. И вот эта методология талант-менеджмент, о котором сейчас говорила Зубира Шкалыбековна, она как раз там и будет опробована. То есть там будет 3 вида тестирования, длится до 6 часов. Вы будете работать с разными 3 наблюдателями, которые будут вам выставлять свои оценки. Для чего это делается? Для того, чтобы оценка была беспристрастная, чтобы она была независимая, была максимально объективная. И только уже после этого у вас будет суммарная оценка, будет выявлен рейтинг всех кандидатов, которые будут рекомендованы к собеседованию в экспертной комиссии. Можно я добавлю еще один этап от своего имени? Этап принятия решения об участии. Ну да, это до регистрации. Да, вот, это такой психологический фактор. Әсіресе қазақтың жастары үшін біздің қазақ халқының менталитетінде бір ұяңдық бар, ұялып тұрамыз, қысылып тұрамыз. Менің ойымша бұл басты дүние. Облыс әкімі жастармен кездескен кезде 1-2 жастардан сұраған екен, тапсырдың ба, не болып жатсың деп, қатысуға бола ма деп сұрайды екен. Я тапсырдым, дайындалып жатырмын деген жаңағы жауаптың орнына. Сол себептен ең біріншіден осы процесске қатысу туралы шешім қабылдау керек деп есептеймін. Бұл ең басты фактор деп есептеймін. Да, и вот здесь вот надо, знаете, вас тоже предупредить. Это же марафон, притом большой такой серьезный марафон. То есть вы должны себе, мало того, что принять решение, вы должны приготовиться, что это будет
постоянная подготовка, постоянный аутотренинг. Вы должны постоянно себя готовить, что в этот раз вы должны быть лучше всех. Следующий этап, опять вы говорите, себя готовите психологически, что в этот раз вы должны быть лучше всех. Кстати, вот лидерские качества здесь тоже очень хорошо будут подтверждаться. И вы не должны допустить, чтобы на каком-то этапе произошла такая усталость, и вы скажете, все, дальше я не могу. То есть, если вы приняли решение, пожалуйста, добейтесь до конца. После, я говорила, всех этих этапов тестирования и самого вот этого большого тестирования, оценка потенциала он называется, когда определяются действительно ваши таланты, как руководитель новой формации, вы попадаете уже на собеседование в экспертную комиссию. И там уже вы опять возвращаетесь к тому направлению, которое вы выбрали. И все вопросы экспертная комиссия будет задавать по тому направлению, которое вы выбрали. И тоже нужно очень хорошо готовиться. До 13 декабря будет заседание экспертной комиссии, вас будут приглашать. Кстати, приглашение будет через СМС или через личный кабинет, поэтому здесь не бойтесь, что про вас забудут, обязательно напомнят. Единственное, что еще раз убедитесь в том, что у вас в это время будет и возможность финансовая, и временная для того, чтобы выехать в город Нур-Султан. И уже после того, как экспертная комиссия подготовит реестр потенциальных кандидатов в кадровый резерв, вы уже идете на собеседование в Национальную кадровую комиссию. Национальная кадровая комиссия возглавляет ее руководитель администрации президента. Кстати, кто у нас руководитель администрации президента? Ерлан Кошанов, новый, кстати, недавно только назначенный. И уже именно Национальная кадровая комиссия будет принимать решение о зачислении кандидатов в первый президентский молодежный кадровый резерв. Завершится вся эта работа к 25 декабря. Я надеюсь, в завершении нашего года молодежи мы получим наш первый президентский молодежный кадровый резерв, с чем вас потом будем поздравлять. Успехов вам. Рахмет. Да, вот я хотел бы пару слов сказать. Прозрачность, объективность здесь обеспечены на 100%. Вам необходимо просто иметь компьютер с видеокамерой и соответствующие условия при сдаче всех этих этапов, о которых сейчас говорили мои коллеги. В целом вот от момента сдачи документов где-то 7 этапов вы должны пройти, чтобы быть зачислен кадровый резерв. Это довольно-таки серьезный марафон. Я тоже немного дополню. То есть на самом деле нужно быть готовыми к переменам, быть готовым к изменениям. И вот уже сказали, что нужно будет прописать тот проект, который вы хотите осветить, написать эссе. То есть к этому тоже нужно готовиться. Как правильно писать эссе, как излагать свои мысли, как написать правильно, грамотно тот проект, который вы хотите представить. Поэтому над этим тоже нужно работать. Хотелось бы пожелать всем удачи. Напрашивается одно предложение, Гульнар Константиновна, перед каждым этапом такой мотивирующий тренинг, собрать нас, промотивировать, и чтобы мы уже... Эта идея еще была высказана на встрече в ЦИРМИ, да, Игорем, когда мы встречались с молодежью. Вот мы здесь так мы с Кадушичем вдвоем будем, приложим все силы для того, чтобы вы эту методологию и презентации проекта, потому что написать проект – это одно. Презентовать его – это 99% успеха. Это я вам сразу говорю, потому что именно на презентации проектов чаще всего они проваливаются. Эссе – это тоже, то есть у вас там в эссе должно быть самое главное – месседж. Какой вы несете месседж, что вы хотите сказать этим эссе. Это тоже очень важно. Конечно, мы будем обучать. Конечно, я полностью несу ответственность за обучение. И мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы в Павлодарской области самые лучшие были проекты, самые лучшие были эссе и самые лучшие были результаты тестирования. Рахмет. Құрметті Тоқтамыс Қадышевич, жалпы бүгінгі таңда қанша жас қызметкер өтініш беріп үлгерді? Бәсекелестік қаншалықты жоғары? Так, вот на сегодня, я буквально сейчас, 5 минут назад открывала сайт, у нас на сегодня сдало документов 5152 человека, а прошли первый этап, то есть документы все прикреплены, 952 человека. То есть смотрите, уже в 3 раза, да, то есть получается уже 3 человека на место, да, у нас 300 человек должно быть в кадровом резерве, уже 3 человека на место. Осталось все меньше недели. Время летит очень быстро, поэтому конкуренция растет,
Я думаю, даже мне почему-то кажется, что будет 10 человек на место конкуренции. Поэтому давайте поторапливаться. Если принято такое решение, если вы готовы психологически, то надо уже решаться и сдавать документы. У нас сегодня в студии присутствует председатель молодых государственных служащих Павлодарской области Манабаева Айгерим Бауржанна. Айгерим, скажи, пожалуйста, с каким настроем молодежь подает заявки, на что настроена наша молодежь и какие вообще мы ожидаем результаты? Спасибо, Рома. Всем здравствуйте. Рады всех видеть здесь у нас в студии, в диалоговой площадке. Действительно, вот для себя могу сказать, что участие в президентском молодежном кадровом резерве – это челлендж, да? Челлендж, вызов как профессионала своего дела, как лидера изменений, который хочет, да, улучшить развитие своей страны в различных направлениях, в различных сферах деятельности. Поэтому это и обусловливается тем направлением, да, тех руководящих должностей, которые указаны вот в перечне на сайте. Павлодарская область всегда отличалась высококвалифицированными кадрами, да, которые благодаря исключительно своему профессионализму, труду достигли тех высот, тех руководящих должностей, которые они имеют. Да? Это очень много, я могу привести примеров к этому. Поэтому я всех призываю продолжить данную тенденцию, принимать участие, если вы подходите под эти критерии, да, почему бы не принять участие и показать свои лидерские качества, свой уровень образования, да, свой профессионализм на новом уровне центральном, да, это и уровень государственных органов, и квазигосударственных органов. Поэтому сегодня вот эксперты рассказали о данном резерве, как можно, да, поступить. Наш совет молодых госслужащих также может оказать вам консультативную помощь. Если вы нуждаетесь в какой-то информации, мы тоже можем предоставить лично у себя на странице. Гульнара Константиновна Есенова очень ведет активно социальные сети со странички Академии. Да? Департамент агентства госслужбы также ведет страницы, где отвечают на эти все вопросы касательно регистрации. Эта цифра, кстати, растет. Сейчас уже более 6 тысяч подали заявок, но опять же, вот как Ернур Нурланович сказал, что многие регистрируются, прикрепляют часть документов, а затем просто сохраняют и потом оставляют на потом. И поэтому разница эта цифра между 6 тысяч и 900, да, около 900 человек сейчас уже успешно прошли регистрацию. Вот, поэтому я всех вас призываю, сама также буду принимать участие. Надеюсь, мы сможем пройти на новый уровень. Даже если мы не пройдем, не нужно отчаиваться. У нас всегда есть резерв Павлодарской области, молодежный, да, кадровый резерв. Поэтому я думаю, что все мы можем войти и в резерв Павлодарской области, молодежного кадрового резерва. Благодарю. Если есть вопросы, я готова ответить на них. Да, уважаемые участники, у нас диалог «Открытая площадка», у нас есть микрофоны в зале. Если возникнут какие-то вопросы, обязательно задавайте, интересуйтесь, спрашивайте. Мне бы хотелось добавить, что вот тот вопрос, который мы обсуждаем, это вопрос будущего Казахстана по существу. Его нельзя отрывать от того транзитного периода, который испытывает страна. И его нельзя отрывать от той предвыборной программы президента и его послания, в котором он выразил те направления, которые он будет проводить в ближайшее время. Поэтому не случайно именно этот президентский молодежный кадровый резерв как один из новых институтов. Это новый институт. Да, у нас есть кадровый резерв для силовых структур, но у нас не было такого именно резерва. И да, у нас существует система подбора кадров, но именно этот институт, он дает возможность усилить с одной стороны, с другой стороны дать возможность всей, кто хочет участвовать, молодежи, да, а с другой стороны молодежи задуматься над тем, смогут ли они в силу своих качеств, возможностей, своего потенциала внутреннего реализовывать те направления и задачи, которые были в послании президента, в частности, народу Казахстана. И главное, там были позиции, которые указывали, что должен формироваться
государство, слушающее государство, государство взаимодействия с населением через обратную связь, государство, которое, или представители государства, служащие, которые лишены соблазнов, коррупционных правонарушений. И вот помимо того, что есть этапы прохождения, да, действительно, эти этапы, несколько этапов, которые раскрывают возможности потенциальные, но если нет внутренней убежденности реализовывать те позиции, которые определены президентом страны, то по существу те, кто пройдет, он не будет со стопроцентной гарантией выполнять те задачи, которые этот институт, введенный президентом, определен. Поэтому в связи с этим мне бы хотелось пожелать именно объемно посмотреть на свои возможности и так далее, для того, чтобы для себя проанализировать, и тут правильно говорили, психологически, внутренняя убежденность, желание недостаточно, вопреки, и мотивация. Мотивация должна быть именно не та, что вот, мол, я карьеру сделаю ради карьеры. Нет, карьера ради того, чтобы Казахстан вышел на позиции развитых стран. Вот это вот главное. И нематериальный должен быть здесь мотив, а мотив служения своему народу. Спасибо. Спасибо большое. Рахмет үлкен. Бүгінгі біздің сұхбатымызда мемлекеттік қызмет ардагері Молшин Марат Жанабаевич ағамыз келіп отыр. Президенттік жастар кадрлік резервіне өзіңіздің көзқарасыңызды айтып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Вообще, я бы сказал, что кадровый резерв, конечно, и раньше был, но не в таком виде, как сегодня предлагается именно молодежный резерв. Но я уже на пенсии, конечно, уже лет 10. Вот, лет 15 назад еще тоже по линии администрации президента создавался кадровый резерв. Туда, да, были направлены наши, но не на конкурсной основе. Именно мы подбирали и направляли. Их зачисляли в кадровый резерв. Этот резерв существовал только в течение года. Ну, они проходили, конечно, тестирование, комиссию проходили. Но он существовал только год. А вот смотрите, для вас это 5 лет. 5 лет это очень хороший срок. А то тогда получалось, что год ты был, тебя не выбрали, ты вылетаешь. Если хочешь, еще раз, потому что она уже отбивала охоту людей. Теперь я бы что хотел сказать в связи с вот. Смотрите, вот здесь условия какие? Не обязательно, что вы обязательно были государственными служащими. А вообще, сейчас кто здесь у нас есть государственные служащие? Вот, скажем, в управлении у вас вакансия, скажем, заведующего отделом, объявляете конкурс, и вы там пишете, одним из условий наличие государственного стажа, да, столько-то лет. Ну, скажем, для ведущих специалистов, для главных специалистов, возможно, этого нету, но раньше для отдельных категорий работников это было, поэтому надо их, наверное, уже тогда в связи с этим надо убирать, я думаю. Такие требования, чтобы был государственный стаж. 5 лет, там сколько лет, даже еще писали где-то руководящей работой. Поэтому эти моменты, наверное, в связи с введением правил, в связи с введением вот этого молодежного кадрового резерва, надо, наверное, посмотреть на другие моменты, которые раньше были. Они уже устарели тогда, на сегодня именно. Я так думаю. Рахмет, мен ағаның сөзін тоқтап кетейінші. Біз кеше ғана бір ваканттық орынға жас жігітті жұмысқа алдық, оқуды бітірген, армияға барған, ешқай жерде жұмыс істемеген, яғни қазір аға талаптар өзгерген кішкене. Мысалы, міндетті түрде мемлекеттік қызметте, мемлекеттік органда жұмыс істеу міндетті емес, бірақ мемлекеттік қызметке тұру үшін арнайы тестті тапсырып келсе, біз ала аламыз. Мысалы, кеше ғана біз сондай бір жігітті жұмысқа алдық. Я, сіз айтқан мынау басқарушылық категорияларда сол салада қызмет еткен болса, міндетті түрде мемлекеттік қызмет емес. Мысалы, мен өзім мемлекеттік қызметке білім беру саласында келдім. Сол бірақ білім беру саласында істеген жаңағы тәжірибемді маған мемлекеттік қызмет саласында басшылық жасауға мүмкіншілік берді. Бірақ бұл жердегі мен жалпы айтқым келетіні, мен мысалы президенттің жастар кадрлық резервіне мемлекеттік тілді, қазақ тілін еркін меңгерген және еркін сөйлейтін
бір тұсы болғанын қалаймын. Өйткені бізде қазір қазақ тілінің дамуы жақсы жүріп келе жатыр. Бізде болашақта, жақын уақытта мынау тыңдаушы мемлекет, жаңа өздеріңіз айтып өттіңіздер ғой, сол принципке жүктелетін болсақ, осы қазақ тілді аудиториялардың мүддесін қорғай алатындай, олардың менталитеттік тұрғыда оларды сезе алатындай, осы бір тұсқа назар аударылса, менің ойымша бұл өте жақсы болады. Немесе осы құжат тапсырып жатқан жастар бұл мәселеге баса назар аударса. Рахмет. Уважаемые эксперты, пока наша диалоговая площадка идет, у меня возник такой вопрос. Мы знаем, что в Казахстане молодежь считается от 14 до 29 лет. Но в президентский кадровый резерв можно вступить до 35 лет. Не говорит это о том, что грядут изменения, и в будущем, возможно, это является посылом, то, что возрастные рамки, как молодежь, увеличится. Является ли это посылом? Вы знаете, вообще вы должны понимать, что вот президентский молодежный кадровый резерв – это национальный действительно проект, во-первых. Во-вторых, туда мы привлекаем именно молодежь, которая способна сегодня, как лидеры молодежи, реализовать свои способности в сфере государственной службы и в целом различных отраслях нашего общества. Поэтому до 29 лет не было ограничено. Дали возможность тем людям, которые, в принципе, тоже можно относить к молодежи до 35 лет. И прежде всего здесь мы рассматриваем лидеров. Лидеров, которые способны сегодня внести, как говорили наши коллеги, вклад для развития суверенного Казахстана. Поэтому вопрос о том, что это же условное, так сказать, ограничение от 14 до 29 лет или там 30 лет или там, и так далее. Поэтому, возможно, в перспективе эти критерии могут быть изменены. Можно я дополню тоже? Вот мы как раз с Габитом спорили, он говорит, до 29 лет. Я говорю, нет, я, по-моему, читал где-то до 35 лет. И мне тоже мысль вот была, почему бы не продлить с учетом уже даже после формирования этого резерва. Мне просто самому сейчас 31, а хочется быть еще в составе молодежи. Я буду прямо голосовать, если я пройду, буду предложение делать, чтобы официально уже продлили возраст молодежи. Рахмет. Құрметті жастар, сарапшыларымызға қоятын сұрақтарыңыз болса, мархабат. У нас работает прямой эфир, вы можете задать вопросы, все интересующие, которые вас, и сегодня получить прямой ответ от наших экспертов. Уважаемые эксперты, вам большое. Я Роман Небесибар, Казар. Добрый день. Руководитель отдела управления труда Павлодарской области Сабыров Абдулла Аканович. Гульнар Константиновна, у меня такой вопрос. Вы сказали, когда сканируем документы, да, чтобы четко все документы видны были. Ну, есть такие свойства, допустим, там, печать или ручка может свойства, какие-то свои качества потерять. Либо кадровый работник печать хорошо не поставил. В этом случае что делать? Спасибо. Конечно, ничего уже не изменишь, потому что уже это было, может быть, время прошло, и того кадрового работника нету, или той организации уже нету. Но я просто вас призываю к тому, чтобы все-таки проверили еще раз, понимаете? Если, ну, исключительно такой случай какой-то будет, где-то неправильная, там, нечетко видна печать, ну, пусть это будет исключительный случай, но все равно проверить надо. Спасибо, сейчас еще. Здравствуйте, меня зовут Учипов Олжас. У меня такой вопрос. Если при подаче документов мне 34 года, к примеру, я поступил в президентский кадровый резерв, и мне уже в течение 5 лет, мне уже 40 лет. Я буду состоять в этом кадровом резерве или меня уже уберут? Спасибо. Да, на момент сдачи документов вам должно быть до 35 лет, на момент сдачи документов. Если вы пройдете все этапы кадрового резерва и будете зачислены в кадровый резерв, вы в течение 5 лет будете стоять, и в течение 5 лет вы имеете возможность быть назначены на ту или иную должность в соответствии с вашими заявлениями. Рахмет Лукен. Вот в связи с этим вопрос.
те, кто отобраны были в этот кадровый резерв, то в течение 5 лет у них есть возможность быть назначенным на соответствующую должность. А гарантия есть или здесь нет гарантии? Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно, гарантии как таковой нет, но вместе с тем, как уже было отмечено выше, это впервые национальный проект. И в первую очередь на те должности, которые будут отобраны наши молодые люди, из этого кадрового резерва будут предложены на те или иные должности, группы должностей, к которым они зачислены в течение 5 лет. Уважаемые участники, уважаемые эксперты, наше эфирное время скоро подойдет к концу. Давайте, может быть, пожелаем нашей молодежи каких-то перспектив, удачи. Вам слово. Қорытындылап өтсеңіздер. Ну, я только единственное могу еще раз сказать, что если вы знаете, как изменить страну, если вы знаете, как сделать жизнь граждан лучше, то вам нужно не сомневаться и обязательно подавать свои документы в кадровый резерв. Спасибо. Я хотел бы пожелать молодым нашим коллегам, у нас, то есть сегодня вам предоставляется уникальная возможность реализовать себя для блага нашего общества и государства. Спасибо. Ну, на самом деле не нужно бояться, все нужно пробовать. Сейчас мир меняется, и поэтому я бы хотела пожелать всем попытаться, попробовать. Действительно, это не только возможность попасть в кадровый резерв, но это еще и саморазвитие. Успехов! Ну, я хотел бы пожелать будущим резервистам, во-первых, реализовать себя на тех должностях, которые, я надеюсь, они получат, и быть на этой должности и дальнейшем в карьерном росте с идейной убежденностью проводить идею именно интересов народа Казахстана. Действительно, данный резерв – это уникальная возможность формирования нового пула современных управленцев, лидеров изменений. Поэтому я желаю каждому из вас, из нас, войти в состав данного резерва и уже реализовать себя как профессионала своего дела на новом уровне и внести свой посильный вклад. Реализовывая себя, мы реализовываем нашу страну. Это такой замкнутый круг взаимовыгодности, я считаю. Спасибо. Я желаю, что вам, ребята, это действительно уникальный случай. Это впервые для молодежи вам представляется такая возможность стать в кадровый резерв и получить то, что вы мечтали, такую должность. Поэтому я желаю вам успехов. Не отказывайтесь, спешите. Действительно, как Гульнара сказала, осталось меньше недели. А то мы привыкли всегда делать последний день. А это уже, по-моему, время уже не ждет. Давайте. Рахмет. Если еще будут какие-то пожелания, мы готовы выслушать. Но наши герои сегодняшнего дня, нашего передачи, есть что вам пожелать современному поколению Казахстана? Я, знаете, у меня всегда азартный человек сам. Всегда почему-то сравнивал достижение, результативность поколений, вот старшего поколения, среднего и нашего молодежного поколения. И хочется, чтобы мы дали фору всем нашим старшим товарищам. У нас есть очень хорошая возможность, и мы должны показать на деле, что мы, наверное, лучше, чем опыт и креативный подход и так далее. Мен өз кезегімді айтарым, осы бір керемет 300 адамдардың тізіміне шын мәнінде ең мықты, ең үздік, шын мәнінде көшбасшы, елін сүйетін, жерін сүйетін, нағыз патриот адамдардың өткенін қалаймын, және де соған сәттілік тілеймін. Өз кезегімде енді тілегім тағы да резерв болса, соған дайындалып жүремін. Я полностью поддерживаю. Если вы нам дадите фору, я очень рад. Қазақ айтады, 30-ға келгенде ой салмасаң, 40-қа келгенде қылыш таппайсың дейді. Сол сияқты сіздерге ақ жол, құрметті жастар. Рахмет үлкен. Құрметті сарапшылар, сіздерге де зор алғысымызды білдіреміз.
бүгінгі президенттік жастар кадрлік резервінің анық қанығын жастар түсінді деп ойлаймыз, қалай жұмыс жасайды. Жалпы мемлекет басшысы дарынды жастар үшін ашық және тиімді әлеуметтік саты құру туралы жобаны ұсынды. Еліміздегі өз қызметі жолында жетістікке жеткен жастар үшін мемлекеттік басқару және квазимемлекеттік сектор жүйесіне басшылық қызметке тұруға үлкен мүмкіндік болып отыр. Отанымыздың өркендеп өсуіне өз үлесін қосатын әр ел патриоты бұл жобаға қатыса алады. Но наше время подходит к концу. Мы с вами не прощаемся, мы встретимся вновь. Новые темы на нашей площадке «Время молодых». Удачи! Смотрите нас на телеканале ЕРТАС. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жастар уақыты бағдарламасы. Аман, сау болыңыздар. До скорой встречи.